Ютайс пинген вейксенгементе и етни национальную республикатнин турда укань стиламу полавтоумат. Масторсонок ютыть раскин съездным. Тюжавик сисят вейксенгементе и истесайз, тюжавик сисят вейксенгемень омбутис, истяты не кужутни ютайст мариелсе, удмуртиясу коми да Мордовия республикатнеса. Неджо етнисте Татарстан суды Башкириясу ютавтузельт весим масторунь конгрессны, конатниса кипедезельт раскин милень кипетема дукек стиматнем. Осенью 1989 года была опубликована платформа ЦК КПСС «Национальная политика партии в современных условиях». Вот этот документ дал толчок очень серьезным, сильным изменениям в тогдашней стране. В Литве возник Союдис, на Украине РУХ, в Эстонии общественный центр эстонский. Но аналогичные процессы начались в Мордовии. Была предпринята попытка создания Мордовского общественного центра. Обком партии стал разрабатывать программу национального возрождения. Возглавил эту работу Александр Степанович Лузгин, который тогда там работал. Далее, если вы помните, август 90-го года, первый съезд Моста-Равы. Вот в этих условиях серьезных идеологических изменений в стране, и возникли предпосылки, возникли условия для возникновения мордовского движения и проведения первого съезда. Вот 14-15 марта 1991 года он состоялся, и я хотел бы напомнить те идеи, которые прозвучали в докладе Надькина и вошли в резолюцию съезда. Идеи, которые были совершенно неожиданны и не традиционны для нашей республики, идеи, которые вызвали шок. Надькин заявил, я цитирую, что Мордовия – это иллюзия государственности, Ирзян Макшан, так как почти миллионная диаспора не является источником государственной власти в своей республике. Далее он предложил, и это вошло в резолюцию, представить право гражданства представителям диаспоры, и ввести в республике двухпалатный парламент с палатой республики и палатой национальностей. Причем вторая формировалась, по его мнению, должна формироваться с участием диаспоры. Превращение ИНИКУЖа и его исполкома в постоянно действующий институт, знание президентом Мордовии государственных языков республики. И так далее, и тому подобное. По сути дела, было предложено существенно изменить государственную структуру, конституционный строй нашей республики. Естественно, это вызвало определенный восторг у мордовского народа, потому что впервые об этом было заявлено официально. И вызвало такое, вот сейчас мы можем об этом, наверное, говорить по прошествии лет, такую реакцию со стороны органов государственной власти не совсем позитивную. И потребовалось, в общем-то, второй и третий съезд, чтобы вот эти вот радикальные моменты, связанные с изменением конституционного строя республики, вести в определенное позитивное русло. Таким образом, вот возникло мордовское движение, которое вот этот лозунг «Согласие, порядок, созидание», который возник позднее, конечно, поддержала и поддерживает до настоящего времени. То есть значение съезда весьма велико. И сейчас, по прошествии 25 лет, мы, в общем-то, это понимаем. Васенте съезда нютавту маськать покштешк с Мордовия историясу. Сон нефтизе эрзятнень мокшутнень въезд да кемекстызе. Меня краскин ломатненень эряви нефтем спря раскиюткунь политическую востоломатниса. Обычно говорят, что там, говорили нам, собрались, поговорили, а вы смотрите, что было после этого съезда сделано. И до того еще при работе Вайгеля, при работе Моста-Равы было создано. Во-первых, например, факультет национальной культуры был открыт. Сейчас институт национальной культуры, где мы с вами сейчас находимся. Финно-угорское отделение в университете. Мордовский национальный театр драматический, потом новое прекрасное здание сделали. Мордовский музыкальный театр. Все это создало. Активизировалась работа по изданию газет,
Ну, сначала, тогда, я имею в виду, литературы стали издавать литературу и прочее. Но последние годы, надо сказать, что опять у нас вот последние 3-4 года с литературой стало плохо, очень мало издаем литературы на мордовском языке по сравнению с теми чувашами, скажем. Это просто в разы меньше издаем. Здесь проблем еще много. Так что вот этот съезд, он сыграл большую роль вот в возрождении, что ли, в толчке, в развитии мордовской национальной культуры. Это без сомнения. И не кужу сокепедийский экстиматни аламуняламунь сувавтоустерямус. Тюжа виксисят виксенгемень кауксуути и энчады коусту Государственное собрание скемекстези Мордовия Республикань Государственный кельтнин куряс законунь. Тенисты ушодов с республикань школатнесы эрзянь дымокшунь кельтнин сети дом катунав немась. Университетцы филологиянь факультетцы Панжови финны нюгрань отделениес. Национальная культурань факультетцы актерансис. Очень многое было сделано в первые годы. И сейчас, может быть, финансовая ситуация немного другая, поэтому говорить о том, что вот новый театр национальный открыт там и так далее, мы об этом уже не говорим. Но, например, активно участвует исполком в проведении каких-то юбилеев, например, известных деятелей. Вот я знаю, например, исполком провел очень большую работу по перенесению праха Евсевьева из Казани сюда, к Новомордовию. Юбилей Юртова, того же Евсевьева, известных деятелей. Сейчас вот проходят дни празднования юбилея Девятаева, Михаила Девятаева, героя Второй мировой войны. Вот. Да, конечно. Вот недавно мы ездили в Ельниковский район, там был юбилей известного поэта, также Накшанского. Колмутийни кужусу васинседи важудима сюта секция ватютамук скармась кемень резолюциян кемекстамус. Самотейни кужусунь куртазель раскиюткунь общественный весендяк сунтии мадуке экстимась. Кемекстазель сонза уставус. Теди башка делегатный прасть мельц ютавним съезднынь вети и есвесть. Мордовия республикань прявдунь указунцу куряс раскинь оскс дакшике лупук щитненень максузель государственный статус лемись. Съезд под Лама Кизевк съезд и вот Институт национальной культуры, Соннули Нисак, Национальный театр издание Соннули, вот Кельхне Тунов Невих там Ваства, ну, Фалу меленько, чтобы сяда Келиста Синтунов Невих там Ваства. Вот, Нисаки Йотась Пекотю, тоже за тысячелетие. Праздником, когда симба региот, видимо, региот Тенеса, улицы вот Молшерезен культурань, Мордовия шит, вот Пеккелиста тоже йод автот, вот и мини-организации есть, несак ТИФ я активно покади, вот Финно-Угорская ассоциация тоже идяса, Саранская, Павловская центрась. Лама Тиберде кунайгулга меня стама, Иван Сась кодам прибалат, куда дальше покадемс. Вот съезд истории, а истории и рабитонов в нем с ванамс, чтобы сон не втелезе куда молим сингали. Не лети и не кужу с Саранской илпуромкшность делегатной Российской Федерации анькомс субъектностям. Все тому не резолюции я сумель соездить и келень и не кужен секция рекомендации дня. Покште в допавтоксук скармас исполкомын члентань республикань министерствань да ведомствань коллегия Сувавтумась. Еще в период Мастаравы были налажены связи с диаспорой, возникли очень хорошие вот, значит, комитеты, просто организации, филиалы. Иногда это в форме национально-культурной автономии, иногда просто какая-то ячейка. И вот очень хорошо, например, традиционно работали в Ульяновске, ульяновская организация, в Самаре, и самарская организация работала, и в Тольятти у них еще филиал работал, прекрасно. Вот эти работы. Очень хорошо работал ныне покойный вот Герасимов в Башкортостане. Мордовская там такая у них организация была. Седойкин в Чувашии работает. Замечательно. Не лети съезда нютавтумаду мейли республика Сунукеряму сувавту ведь резолюция сутеш кстазнилингимен деламу кевкстемат. Ведь эти съезды пряв темак скармасит на культурную трямусь костумась. Тедебашка куртазельц ирзямукшу не раскинь Россия не раскетнин марту весендяву мантюжа и ентеш кстамунь те, кто повтумать неде кевкстематним. Из-за того, что мы включились в это дело позднее, и уже некоторые ошибки-то вот были учтены, поэтому вот наша организация, межрегиональное движение, оно
как-то более умеренным, что ли, на фоне, особенно марийцев, оно выглядело менее уверенным. А раз менее уверенным, не то что менее уверенным, умеренным, вот так вот, я скажу, оно было более умеренным. Вот простите за тавтологию, да? И вот то, что оно было умеренным, оно больше нравилось центральной власти. И поэтому, как говорится, да, когда встал вопрос о ротации руководства уже Ассоциации финно-угорских народов России, вот тогда уже Марков был Валерий Петрович, он председатель консультативного комитета, он уже был председатель консультативного комитета, он с себя эти полномочия снял. Встал вопрос кого? Значит, из Мордовии. Вот избрали Михаила Васильевича Мосина тогда уже. И вот то, что избрали Михаила Васильевича Мосина, уже тогда привело к чему? То есть Саранск стал представительским городом, центром финно-угорского мира России. Сюда стали приезжать иностранные делегации обязательно. Здесь стали проводиться и конференции финно-угорские и прочее. А раз едут иностранцы, мы иностранцев любим, поэтому иностранцам надо показать товар лицом. Это уже привело к тому, что Саранск стал финансироваться с точки зрения его обустройства. Вы посмотрите, что сделали с Саранском буквально вот за 15 последние 20 лет. Видите? Саранск превратился в европейский город, хорошие дороги, центр, дома хорошие, причем качество домов, гостиницы. А раз он уже стал так смотреться хорошо, сюда не грех уже и других гостей пригласить. Здесь вот, я думаю, с этим связано то, что Саранск был выбран в качестве одного из городов вот, чемпионата мира по футболу, понимаете? Одно тянет за собой другое. Вот. И то, что вот и появилось финансирование, вот прекрасный корпус университета отстроили, это же все финансирование, причем федеральное финансирование, мы же понимаем, что республика такие вещи сама-то не потянет просто, видите ли. Это вот уже то, что мы превзошли, то, что нам лучше было. И вот эта деятельность съезда мордовского народа, и деятельность съездов мордовских народов, она в конечном счете ведь приносит пользу-то всем. Все учатся в университете, не только Мордва, и русские, и мордвины. А сейчас у нас более 1200 уже студентов из других стран приехало. Почему? Опять есть где учиться, есть что показать, понимаете? Вот. То же самое в театры же все ходят. Ну, городом, инфраструктурой города все пользуются, по этим дорогам все ездят. Видите, вот это уже решение и последствия съезда мордовского народа, который... И это, я считаю, большая заслуга съездов. Кутоти и Никужус ютась яушевлимсы музыкань от театра со панжизи съезденц республикань прявтусь Владимир Волков. Сонтеж кстызи Мордовия суташтась ламу судам учить на культурный пятничинть коряс. Юталто висатышка важудима сын стунак нимас коряскак. Ламу тее регион сунок эрите раскетнин культурань ванстумань да кастумань коряс. Республиканский архивсы, оно, кстати, выставка Косуневтевить, весе, кото и некужетнин куряс, фотография недокументный кунатни нютксу, резолюция делегатунь спискат, мандат. В основе этой выставки документы из Фонда Центрального государственного архива и книги нам предоставила библиотека. Каждому съезду посвящен отдельный стенд. И на стендах у нас представлены документы из фондов Комитета по национальной политике Республики Мордовия, из личных фондов Александра Ивановича Сухарева, Дмитрия Васильевича Цыганкина, Татьяны Михайловны Ковалевой и многих других. То есть это самые интересные документы. Среди них и резолюции, программы работы съездов, также мандаты делегатов съездов, списки участников съездов. Очень много фотографий, которые хранятся и в фондах Центрального государственного архива, и из книг также. И все эти документы, их насчитывается более 100, они представлены в нашей экспозиции. Мордовия была прежде всего той республикой, которая на себя взяла обязательства по сохранению культуры, языка мордовских народов. И, соответственно, на этом съезде присутствовало очень много делегатов. На втором съезде была отмечена такая работа, что на филологическом факультете Мордовского государственного университета было открыто финно-угорское отделение. То, что открываются мордовские школы, там, например, в других регионах России, в Бугуруслане, в Самаре, то есть уделяется внимание именно развитию культуры мордовских народов и, в общем, в других регионах. На съезде принимались такие важные, опять же,
вопросы рассматривались и положения, в частности, чтобы съезд получил право заниматься законотворческой деятельностью. И также было принято решение об образовании межрегионального общественного движения мордовского народа. Это движение могло бы представлять интересы мордовского народа, который проживает и в Мордовии, и, соответственно, в других уголках Российской Федерации. И также вот на третьем съезде впервые была проведена работа по секциям. И у нас в экспозиции представлены и регламенты работы, и декларации, и программы, и газетный материал вот именно того года. На четвертом съезде была принята программа на 5 лет по возрождению мордовского народа. И в пример была приведена Республика Татарстан, что как там работают с диаспорой по сохранению национальных традиций. На 5-м съезде мордовского народа решался такой вопрос, как сохранение национальных традиций в условиях урбанизации, чтобы больше преподавали национальный язык в школах Республики Мордовия. И 6-й съезд мордовского народа проходил в 2014 году. На 6-м съезде мордовского народа присутствовало около 700 делегатов из различных уголков и России, и даже из других финно-угорских стран, из Эстонии, Венгрии и других стран. И на 6-м съезде мордовского народа также была принята резолюция. Делегаты съезда посетили не только город Саранск, но и Атяшевский, Старошайговский район Республики Мордовия. Весе из них снялан сапаквану ламуки в кстимат конат путозельти васентини кужу сунтешка сапак топавту. Сенстявто ведь эрива съезд ценда сенсту автомась эрямус молис такасто. Теде кортеть и никужу не сполкомунь вастууматнесем.